ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля. Хвала Аллаху, дающему нам возможность познакомиться со следующим его прекрасным именем, которое звучит как Аль-Ауаль, первый. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Хуа аль-ауалю валь-ахиру валь-захиру валь-батин, ва хуа бикулли шайин алим». Он первый, и он последний. Он ан-захир, над которым ничто не возвысится, и аль-батин, скрытый от своих творений, от которого ничто не скроется, и он, знающий все обо всем. И в толковании этого имени Аллаха, субханаху ва та'аля, нам достаточно слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который лучше кого-либо из человечества знал о своем Господе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Анталь ауаль, фалейса кабляка шей». Ты первый, о Аллах. До тебя не было ничего. Аллах, субхану ва та'аля, аль-ауаль, бытие которого ничто не опередило. Он тот, который вознесся своей сущностью и своей значимостью над всеми своими творениями. Он тот, который не нуждается ни в ком из своих творений. Альхамдулилля. Аллах, субхану ва та'аля, аль-ауаль. И это имя Аллаха, субхану ва та'аля, указывает на такое качество Аллаха, как временное первенство. И также Аллаху, субхану ва та'аля, принадлежит абсолютное первенство в качествах совершенства, что противопоставлено беспомощности и ограниченности качеств его творений. Так что никто не может даже приблизиться к подобному совершенству, не говоря уже о равенстве и тем более о превосходстве над ним, над его качествами и действиями. И раз уж Аллах, субхану ва та'аля, первый, до которого нет ничего, означает ли это, что какое-то время Аллах, субхану ва та'аля, был бездействующим, не имеющим определенных качеств? Затем Он захотел сотворить небеса и землю и стал халиком, приобрел такое качество, как сотворение, стал всемогущим и начал творить. Ответ на это такой: эти качества были у Аллаха, всегда были и есть. Они так же вечны, как и вечен сам Аллах, субхану ва та'аля. Они не имеют начала, потому как связаны с его сущностью, сущностью того, кто не имеет начала. И Аллах, субхану ва та'аля, уже охарактеризовался тем, что Он делает то, что хочет. Аллах, субхану ва та'аля, сказал в Коране: «Зуль аршиль маджид, фа'алун лима юрид». Он владыка великого славного трона, арша. Аллах, субхану ва та'аля, вершит то, что пожелает. И Аллах, субхану ва та'аля, уже разъяснил нам, что прежде сотворения небес и земли не существовало ничего, кроме аль-арша, трона его и воды. Всевышний сказал: «Вахуа аллази халака ас-самавати валь-арда фи ситтати айям, ва кана аршуху аль-ма». Он тот, который сотворил небеса и землю в 6 дней. А до этого его трон, арш, находился на воде. В Сахих Бухари приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кана аршуху аль-ма, сумма халака ас-самавати валь-ард, ва катаба фи зикри кулля шей». Трон Аллаха, субхану ва та'аля, находился на воде. Затем Аллах, субхану ва та'аля, сотворил небеса и землю и записал в небесной скрижали судьбу всякой вещи. Тут может возникнуть другой вопрос: а что же было сотворено до арша и воды, до небесного трона и воды? Ответим на это так. Аллах, субхану ва та'аля, аль-ауаль,
захотел остановить наше знание первых сотворенных вещей на этой границе. И Аллаху известно лучше, существовали ли иные творения до сотворения арша, трона Аллаха и воды. Однако мы имеем ясное и твердое убеждение, что существование иных творений до арша и воды с точки зрения мощи Аллаха Субхану Тааля возможно. Аллах же, сказали мы, фа'алю лима юрид, вершит то, что пожелает, делает то, что хочет. Он же аль-малик. Возможно с этой точки зрения. Однако также допустимо то, что если он не захотел это творить, не захотел творить ничего до арша и воды, никто не мог заставить его сотворить что-то. Альхамдулилля, субханаллах, насколько могущественный, насколько независимый, насколько мудрый, насколько знающий наш Всевышний Аллах, субхану тааля. И также наше незнание этих деталей никак не отражается в нашей жизни, никак не отражается в знаниях, необходимых нам для достижения полноценной жизни на этой земле и для получения рая. В Сахих Муслиме приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда ложился спать, приходил к своей постели и читал следующий зикр. И ты читай такой зикр, потому что этим зикром ты поклоняешься Аллаху именем Аль-Ауаль. И этим зикром ты подражаешь посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахума рабба самавати ва раббаль ард, ва раббаль аршиль азим. Раббана ва рабба кулли шай. О Аллах, Ты Господь небес и Господь земли. Ты Господь великого трона. Наш Господь и Господь всякой вещи. Фалик аль-хабби ван нава. Ты Господь, раскалывающий семена и ростки, после чего произрастают растения и плоды. Ва мунзилит таурати валь инджили валь фуркан. Я Аллах, Ты ниспосылающий Тору, Евангелие и Коран. Субханаллах. То есть ты признаешь, что Он Господь всех и Господь всего. И наделяешь уделом не только наши тела, но и наделяет уделом наши души. А что является уделом для наших душ? Религия. Ислам – это удел для наших душ. Только ислам напоит наши души. Альхамдулилля. И затем говоришь: «Аузу бика мин кулли шайин анта ахизун бинасияти». Я Аллах, я прибегаю к Тебе за защитой от зла всякой вещи, чей хохол находится в Твоих руках. Аллахума анталь ауаль, фалейса кабляка шай. Я Аллах, Ты первый, до которого нет ничего. Нет ничего до Тебя, я Аллах. Ва анталь ахир, фалейса ба'дака шай. Я Аллах, Ты последний, и никто не останется после Тебя. Ва анта захир, фалейса факака шай. И Ты возобладающий над всеми Своими творениями, возвышающийся над всеми Своими творениями, и нет над Тобою ничего. Ва анталь батин, фалейса дунака шай. И Ты скрытый, о Аллах, скрытый от глаз Своих творений. Скрытый Ты, я Аллах, и от Тебя ничто не скроется. Ла иляха илляллах. Ихди анна дай. Я Аллах, возмести за нас наши грехи. Вагнина мин аль-факр. И убереги нас от нищеты. И Аллаху принадлежит первенство не только в таких качествах, как творение и существование, но и в таких качествах, как поддерживание и одарение. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Инна ауаля бейти вуди'a линнас лаллази би Бакка, мубаракан вахудан лил алямин». Воистину, первым домом, который был основан для людей, является дом, который находится в Мекке. Бейтуллах, Кааба. Аллах сделал этот дом баракатным. За поклонение, совершенное возле этого дома, многократно увеличивается награда. Не спосылается много милости Аллаха субхану тааля у этого дома. Аллах сделал этот дом баракатным и наставлением. Все люди, все мусульмане, которые совершают намаз, обращаются к этому дому в своих намазах, обращаются лицом к этому дому.
И все люди, совершающие хадж, паломничество и умру, направляются, устремляются к этому дому. Аллах сделал этот дом хидаятан, наставлением и руководством для всех людей. Аллах, субхану тааля, аль-ауаль, творит и умерщвляет, а также затем воскрешает. Муджахид, рахма Аллаху тааля, сказал, что однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел Убай ибн Халяф, многобожник. Он пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сжимая в руке истлевшие кости, затем растер их перед ним, дунул в них и сказал: «О Мухаммад, ты заявляешь, что Аллах воскресит эту пыль?» И что же ответил ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Как прекрасно ответил ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Наам, юмитук Аллах, сумма ябасук, сумма яхшурука иляннар». Да, Аллах тебя умертвит, затем воскресит и заведет тебя в ад. И по этому поводу Аллах, субхану тааля, ниспослал несколько аятов в конце суры Ясин, в которых также говорится: «Куль юхьиха аллази аншааха ауаля марра, ва хуа бикулли халкин алим». Скажи, Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: скажи, их воскресит и оживит тот, который сотворил их в первый раз. И он знающий все о своих творениях. Аллах, субхану тааля, знает все о своих творениях, в каком состоянии они ни были. Живые они или мертвые. Под водой они или на земле. В небе они или же превратились в прах. Аллах знает все обо всех. И ему легко это творение. Для него легко воскрешение. Для него легко умерщвление. Альхамдулиллах. Аллах, субхану тааля, аль-ауаль. Какой отпечаток оставило в твоем сердце это имя Аллаха, субхану тааля? И так же, как Аллах, субхану тааля, был единственным в сотворении тебя, так и ты сделай Аллаха, субхану тааля, единственным в своем поклонении, чтобы твое поклонение было принятым и правильным. И так же, как началось твое существование и сотворение с Него, так и ты сделай Его пределом своих стремлений и пределом своей любви. Поставь на первое место в своем сердце Его довольство, а не довольство людей. Что скажут люди, если я не поставлю выпивку на свадьбу своего сына или дочери? Если я, как и все, не отмечу неделю, 20 дней или 40 дней, или 52 дня, или годовщину смерти своего отца и сына, матери или мужа? Что скажут люди, если моя дочь облачится в хиджаб, если мой сын оставит бороду, если я перестану пить и курить? Что они скажут? Они же назовут меня таким-то именем. Дорогие мои, сегодня мы живем во времена, когда все перевернулось. Иблис обещал Аллаху ввести в заблуждение всех людей. «Ля угвияннахум аджмаин», сказал он. Да проклянет его Аллах. Я непременно введу их в заблуждение. И ты сегодня видишь, как красивыми именами называют некрасивые вещи. Скромность называют комплексом. Прелюбодеяние называют романом или любовью. Рисунки обнаженных людей называют искусством и культурой. Притеснение называют наглостью. И сразу же наглость – второе счастье. Как легко себе нашли выход. Я Аллах. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аз-зульму зулюмату яумил кияма». Я Аллах. Притеснение, совершенное на этом свете, обернется многократной бедой, многократным горем этому человеку в судный день. А как же называют сегодня праведников? Не пьющих, не гуляющих, не курящих, честно зарабатывающих себе на жизнь и просто поклоняющихся Аллаху субхану тааля и сеющих добро на земле. Как их называют сегодня? Экстремист, террорист, ваххабит, радикальный, неблагонадежный. И ты под воздействием этих перевернутых ценностей все еще говоришь: что скажут люди, если я не отпраздную Новый год в этом году, не отмечу день рождения? Я Аллах, все эти деяния противоречат довольству Аллаха аль-ауаля. Чье довольство ты ищешь? Вечно недовольных людей, не знающих религию своего Господа, не знающих своего Господа. Или же вечного Аллаха довольства ты хочешь? Ар-Рахмана,
всемилостивого, Ар-Рахима, Аль-Малика, владыку, Аль-Мухаймина, хозяина, Аль-Джаббара, могущественного, Аль-Азиза, великого, Аль-Халика, Творца, Аль-Куддуса, священного, Аль-Алима, знающего, Аль-Ауаля, первого, знающего все обо всех, давшего начало тебе и всем остальным творениям. Чье удовольствие ты ищешь? Перед кем ты будешь стоять в судный день? Голый и беспомощный. Подумал ли ты об этом? Что непременно ты будешь стоять перед Аллахом Субхану Тааля. Тебе не стыдно противиться исламу? Тебе не стыдно говорить что-то против ислама? Пожалей свою душу и прими религию Аллаха такой, какая она есть, чистой и без нововведений. Также, когда ты узнал, что Аллах Субхану Тааля первый, Аль-Ауаль, ты понимаешь, что все его качества тоже первые, изначальные. То есть Аллах Субхану Тааля не приобрел какие-то качества после того, как у него их не было. Или же не довел какие-то свои качества до совершенства после того, как они были несовершенными, как это бывает с нами. Это мы приобретаем какие-то качества, стараемся исправлять какие-то качества, делать какие-то качества свои лучшие. А у Аллаха они вечные и совершенные. Альхамдулиллах. И когда ты узнал, что Аллах Субхану Тааля Аль-Ауаль, первый, ты должен полюбить первенство в совершении хороших дел, в совершении благих дел. И стараться все больше и больше совершать эти дела, чтобы тебе было еще больше награды. Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Уляика юсариуна фил хайрат, вахум ляха сабикун». Они, кто они? Те, которым Аллах Субхану Тааля доволен, они соревнуются в совершении хороших дел. И они в совершении этих дел первые. Также тот, кто узнал, что Аллах Субхану Тааля Аль-Ауаль, первый, будет стараться совершать свои намазы сразу же при наступлении их времени. Однажды посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, один человек спросил: «Айюль а'мали афдаль?» Какие деяния наиболее достойные? Какие деяния наиболее лучшие перед Аллахом Субхану Тааля? И он ответил: «Ас-саляту ли вактиха». Совершение намаза в свое время. «Вабируль валидай». И благочестие к родителям. «Суммаль джихаду фи сабилиллах». А затем джихад на пути Аллаха. Также тот, кто узнал, что Аллах Субхану Тааля Аль-Ауаль, первый, будет стараться совершать намазы в мечети в первом ряду. Будет стараться опережать своих друзей, чтобы занять места в этом первом ряду. В Сахих Бухари приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лау я'ламу н-насу ма фи н-нида'i вас-саффи л-ауаль, сумма лам яджиду илля ан ястахиму алейхи ластахаму». Если бы люди знали, сколько блага, и сколько хайра, и сколько награды содержится в призыве к намазу и в первом ряду, и затем, если бы они не нашли определения стоящего в первом ряду, кроме как путем жребия, они бы непременно бросали бы жребий для определения того, кто будет стоять в этом первом ряду. Если бы люди знали, сколько награды в том, чтобы прийти на намаз раньше срока, они непременно приходили бы на намаз раньше срока. Если бы они знали, сколько награды в том, чтобы совершить в мечети ночной намаз и утренний намаз, они шли бы на этот намаз даже ползком. Я Аллах, эта награда непременно приготовлена для праведных рабов Аллаха, для тех, которые стремятся к первенству совершения благих дел. И некоторые люди ошиблись, посчитав, что настоящее поклонение – это то поклонение, которое основано на одной любви к Аллаху, без какого-либо страха Его наказания и без какого-либо желания Его награды. В своих ошибках и в своем ошибочном убеждении они дошли до того, что начали презирать того, кто просит у Аллаха рая, поклоняется Аллаху, стремясь к Его раю. Они начали презирать тех, которые поклоняются Аллаху, страшась Его наказания. Как же можно наговаривать такую ложь на Аллаха, субхану тааля? Как можно измышлять такую ложь на Аллаха, субхану тааля?
Ведь Аллах, субхану тааля, описывая своих любимцев, сказал в Коране: «Иннахум кану юсари'уна фил хайрат, ва яд'унана рагаба ва рахаба, ва кану лана хаши'ин». Воистину, Аллах, описывая своих любимцев, сказал: воистину они торопились в совершении благих дел. Они спешили совершать благие деяния и взывали к нам. Как они взывали к Аллаху? Рагаба, надеясь на Его награду, желая Его награды, желая войти в рай. Варахаба, и страшась Его наказания, страшась гнева Аллаха субхану тааля. И дальше Аллах описал их состояние. Вакану лана хаши'ин. И они были смиренными. Вот настоящие столпы поклонения Аллаху субхану тааля. Любовь к Аллаху субхану тааля, любовь к Нему, страх Его наказания и желание, и стремление к Его награде. Так будь же первым, кто, стремясь к довольству Аллаха субхану тааля, отказался от обычаев предков, противоречащих довольству Аллаха субхану тааля, противоречащих религии Аллаха субхану тааля. Бойся наказания Аль-Азима, великого Аллаха субхану тааля, и не отчаивайся в милости Ар-Рахима, милостивого Аллаха субхану тааля. Аллах субхану тааля сказал в Коране: «Ва-иза са'аляка ибади анни, фа-инни кариб, уджибу да'вата да'и иза да'ан». Аллах субхану тааля, обращаясь к посланнику Аллаха, сказал: «И когда тебя спросят мои рабы обо мне, скажи им, что я близок, отвечаю на мольбу взывающего, когда он взывает ко мне». Аллах отвечает на наши мольбы. «Фалястаджибу ли», говорит Аллах в Коране. Так пусть же они ответят мне, говорит Аллах. Пусть они ответят мне. Каким является ответ Аллаха субхану тааля? Когда ты услышал азан, берешь омовение и направляешься в мечеть. Когда пришел месяц Рамадан, постишься 30 дней, а не неделю или 3 дня. Когда тебя попросили родители о чем-то, подчиняешься им, торопишься это выполнять, без каких-либо возниканий или же претензий. Когда ты увидел слабого, нуждающегося в помощи, помогаешь ему. Когда ты увидел где-либо притеснение, останавливаешь это притеснение по мере своих возможностей. «Вали мину би», сказал Аллах в Коране. И пусть же они уверуют в меня. Пусть они уверуют в меня. «Ла'аллахум яшудун», Аллах сказал. И тогда они непременно станут на правильный путь. Так пусть же твоя надежда подкрепляется делами, а не пустыми словами, что твоя вера где-то там в глубине души. Нет. Твоя вера должна подкрепляться делами. Ответь аль-ауалю, Аллаху, принятием Его шариата, с любовью и трепетом, надеждой и решимостью, покорностью и упоением, а также радуясь предстоящему раю. И даже ничуть не сомневайся в таком воздаянии праведных рабов аль-ауаля. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.